الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, его семьей и сподвижниками. А затем, прояви инициативу в одном из самых великих видов поклонения. Несмотря на всю его простоту, большинство людей не совершает этот вид поклонения. Хотя оно обладает большим достоинством, а Всевышний Аллах сделал так, что оно оказывает большое влияние на верующего. Это поклонение называется размышление. Оно осуществляется не частями тела, а сердцем. Оно касается исключительно сердца, является признаком здорового сердца. Человек сидит и размышляет о том, что вокруг него. Размышляет о самом себе, смотрит на небо, на звезды, на солнце. Видел ли ты это солнце, которое взошло? В один из дней оно не взойдет оттуда, оно взойдет с запада. Хорошо, представь, если в один из дней это солнце не взойдет. Был азан на утреннюю молитву, и ты думаешь, что уже должен быть азан на фаджр, но его почему-то нет. От начала фаджра прошел час, 2 часа, 3, уже утро, а солнце так и не поднялось. Представь себе это. Скажи, как вы думаете, какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения? Представь себе, что когда солнце взойдет, оно не зайдет, и так и останется день. Кто сможет принести ночь, когда бы мы смогли отдохнуть? Поразмышляй об этих звездах. Ты видишь их, и величие звезд – это что-то фантастическое и воображаемое. Сегодня мы видим эти звезды такими, какие они на самом деле. Между нами и ими находятся миллионы световых лет, и большинство тех звезд, которые мы видим, уже давно прекратили свое существование. Поэтому Всевышний Аллах говорит: но нет, клянусь местами заката звезд. Человек видит места заката тех звезд, тогда как звезд уже очень давно, миллионы лет назад, как нет. Поразмышляй о самом себе. Эти глаза, которыми ты сейчас видишь, которыми ты смотришь эту передачу, многие люди не видят. Многие люди, которые живут в наше время, родились слепыми или же потеряли зрение потом в течение жизни. Глаза относятся к величайшим милостям Аллаха. И если он потеряет свои глаза и будет терпеть, эти глаза введут его в рай. Если человек потеряет зрение, но проявит после этого терпение, из-за этого он зайдет в рай. Представь себе это. Зажмурь глаза, закрой глаза сейчас. Видишь ли ты вокруг, какая тебя жизнь? Зеленые, красные цвета, розы, другие цветы, дома, виллы, мебель, твои дети, твоя жена и твоя мать, твой отец, твои друзья. Вся эта жизнь, моря и горы. Представь себе, что ты этого ничего не видишь. А все это глаза. Клянусь Аллахом, если мы будем поклоняться Аллаху всю нашу жизнь, только лишь благодаря Его за данную нам милость зрения, мы не сможем полностью исполнить право Всевышнего Аллаха. Уши. Представь, что ты оглох и ничего не слышишь. Это страшно, правда? Если бы у тебя не было рук. Один раз я видел человека, и это видео есть в Ютубе. У человека не было рук, но он совершал омовение для намаза. Ты спросишь, как же он полоскал рот? Как он протирал свое лицо? Как он протирал свою голову? Как? Он шел в мечеть и своими ногами делал полностью все омовение. Он полоскал рот ногами, вымывал свое лицо ногами. Представь, как он все это терпит и переносит. Представь себе, любимый брат, если бы у тебя не было ног, как бы ты осуществлял свои нужды? Как бы ты ходил на рынок или в мечеть? Как ты вообще будешь ходить? Ты сможешь куда-то выйти из дома, только если другой человек будет тебе помогать. Представь, сколько людей сегодня прикованы к постели и мечтают о тех милостях, которые есть у тебя. Подумай о себе. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Поспеши сегодня к тому, чтобы хотя бы 1 час. Час слишком много? Тогда четверть часа.
Все убери, закрой, выключи свой компьютер и телефон. Сядь в каком-нибудь месте, посмотри на море или небо, в любом месте, где спокойно, даже если это в мечети или дома. Просто поразмышляй, либо о Вселенной, которая окружает тебя, либо о себе самом. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Устремись к тому, чтобы размышлять над тем, что создал Всевышний Аллах. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خلا